Аул Дууд, летоисчисление которого ведется с 580 года, считается одним из древнейших населенных пунктов Карачаево-Черкесии. Некогда цветущий среди горных холмов, с 40-х годов прошлого столетия он полностью заброшен. Депортация местного населения по этническому признаку в одночасье остановила здесь жизнь. Труднодоступный, с суровым климатом ущелья, Дууд опустел. Из ссылки в 1957 году в аул смогли вернуться лишь 12 семей. Деревянные срубные дома, доставшиеся от предков, за 14 лет без присмотра обветшали. Сегодня эта местность словно безмолвный музей под открытым небом. Лишь несколько человек, потомков уроженцев Дуута, которые давно обосновались в городе, периодически наведываются сюда и продолжают дело своих предков. Приезжая весной, они живут в горах одни, надеясь хоть как-то сохранить память о месте, которое некогда было полным жизни, но слышат только ветер, доносящий эхо давно ушедших времен. Эх, наконец-то весна! О, собаки как нам радуются. Пойдем посмотрим, как там скот. И сено надо будет нагрузить. Давай. Когда мы сюда приезжаем, работы всегда хватает, не бывает такого, чтобы нечем было заняться. Вот сегодня опять нужно забор подлатать. За делом время всегда проходит быстро. А уже если домашняя скотина, так и вовсе. Животному нужно сено на зиму, мы косим его на склонах, по старинке. Землю стараемся пахать в основном на тракторе. Техника очень спасает. До этого года мы с женой здесь зимовали, но сейчас все стало гораздо тяжелее, и в холодные месяцы, когда все заметает снегом, мы уезжаем, возвращаемся только с теплом. Вот там немного выше есть один дом, там живут Абайхановы, точнее жили, они, как и мы, тоже здесь пытались зимовать, но перестали. Еще были Качкаровы, тоже оставались постоянно, но сейчас уже нет. Теперь зимой здесь вообще никого не бывает, разве что пограничники наведываются. Хотя раньше мы и оставались здесь на зиму, но это слишком тяжело. Сейчас мы уже приезжаем сюда только по весне. Помимо домашних дел, еще часто собираем ягоды. Здесь в горах очень много вкусной малины и даже смородины. В ауле всегда много работы, ее хватает, и она никогда не бывает легкой. Но когда ей занимаешься постоянно, уже не воспринимаешь постоянный физический труд как что-то тяжелое. Сейчас я уже могу сказать, что вся работа в ауле кажется нам очень даже простой. А что, за ягодами ходить легко, сено собирать тоже нетрудно. Косят ведь сейчас косилкой, собираешь его опять же граблями, а не руками. Все легко, достаточно просто привыкнуть. Посмотри, как много травы. В тот раз, когда я приезжал, на склонах снег был. Да, я тоже видел, что травы еще не было. Ну да, тогда еще только начал снег сходить, а сейчас на склонах уже барашки пасутся. Весной первым делом мы привозим сюда скот. Потом, когда земля оттаивает, начинаем заниматься огородом. Потихоньку восстанавливаем забор, который все равно от снегопадов за зиму разрушается. Вначале мы приезжаем сюда пару раз в неделю, а когда становится совсем тепло, то можем остаться здесь и на более долгое время. Хотя все равно стараемся, чтобы большую часть времени здесь кто-то бывал. Необходимо ведь присматривать за домом. Так мы и чередуемся. Все мы хотим сохранить наши дома, наше прошлое. Мы немного восстанавливаем их, но, к сожалению, они разрушаются быстрее, чем мы успеваем их ремонтировать. Но эти дома крепкие, они пережили десятилетия, некоторые даже столетия. Они многое помнят, не могут просто так разрушиться. Память о тех событиях, которые хранят эти стены, остатки этих улиц не должны исчезнуть. Мы очень хотим отреставрировать наш старый дом. Для начала нужно снять землю с крыши и хотя бы положить обычный шифер. Сейчас под его крышей, даже если какая-то птица находит себе укрытие,
Это нас уже радует, ведь строение не перестает быть настоящим домом, пусть сейчас и не для людей. Наш старый дом ветшает со временем все больше и больше. Земляную крышу уже необходимо срочно менять, покрыть ее шифером, потому что стены уже не выдерживают. 40-50 сантиметров земли для таких хрупких стен – это уже очень тяжело. Мы не можем позволить этому зданию разрушиться, ведь это дом наших предков. Депортация карачаевцев в Казахстан в годы сталинских репрессий привела к тому, что жизнь в этом ущелье умерла. Людей объявили предателями, насильно выселили из родных домов, отправили в Азию. За 14 лет вынужденной ссылки многие люди погибли, тысячи людей. Они были вынуждены приспосабливаться к новой жизни вдали от дома. А после того, как ссылка закончилась и людям разрешили вернуться домой, сюда вернулось лишь несколько семей, большинство остались жить на равнине. Здесь жили несколько фамилий – Качкаровы, Абайхановы, Кипкеевы, Крым-Шамхаловы, всех я уже не упомню. Я здесь живу уже 30 лет, и все, что сам знаю об ауле, я услышал из уст стариков. Старожилы нам рассказывали, что до депортации Дууд был очень большим аулом. Он насчитывал около 300 дворов. В той стороне и в ту сторону тянулись улицы с домами. Здесь кипела жизнь. Но она остановилась в один миг. Всех жителей насильно увезли из родных обжитых мест, и Дууд буквально за сутки опустел. Обратно вернулись очень немногие, и лишь те, кто занимался скотоводством еще во времена нашего детства. Из 300 домов на тот момент к жизни вернулось только 12. Но даже после депортации люди не могли так просто вернуться к своей прежней жизни. Вернувшихся карачаевцев сюда попросту не пускали, устанавливали заставы, чтобы совсем закрыть ущелья, а дома разрушали. Людей сюда не пускали военные. Власть сама хотела, чтобы люди осваивали равнинную местность, оставались жить в других местах. Но были те, кто хотел вернуться именно домой, в Дууд, на родину своих отцов, своих предков. Они ночами приходили сюда, пробирались к родным домам, чтобы их никто не увидел. Сюда вновь перебралось лишь несколько семей, но прошли годы. Современная жизнь другая, всех тянет в города, к более легкой, доступной, комфортной жизни. Старикам уже стало очень тяжело здесь оставаться, а молодежь и вовсе не хочет тянуть эту лямку. И сейчас вы сами увидите, людей тут не осталось. Как говорил мой отец, после депортации они вернулись сюда вместе с сестрой, вдвоем. Вместе с ними в аул вернулись еще 5-6 человек. Потом через некоторое время еще несколько семей переселились. Когда я был ребенком, здесь было еще много людей, а сейчас уже и поговорить не с кем. Кто мог знать, что все так обернется? Мы переживаем о дальнейшей судьбе своего аула, ведь это наш дом. Но какой толк от наших переживаний, если люди все равно не возвращаются? Разве что мы сами еще пока здесь. Сейчас мы можем назвать себя единственными жителями аула. Да, вы и сами это видите. Когда еще был совхоз, хотя хорошей дороги и так не было, но за ней все равно немного следили, иногда ремонтировали, поэтому приезжать, уезжать было гораздо легче. Но сейчас уже не так. Каждый год, сможем мы сюда доехать или нет, сильно зависит от погоды. Жизнь – это люди. Нет людей – нет и жизни. В ранние годы, когда я смотрел на Дууд, я видел эту жизнь. Аульчане работали в огородах, пасли скот. Мое сердце радовалось. А сейчас в моей душе только грусть и тревога, с которой, наверное, уже ничего не поделать. Летом кто-то сюда все равно приезжает, бывшие жители все равно стараются присматривать за своими огородами, занимаются животноводством, но уже совсем не так, как раньше. Конечно, когда много людей вокруг, жизнь ярче, легче, скучать времени совсем нет. Но когда ты приезжаешь сюда и делаешь обычные необходимые дела, но в одиночестве, то какой в этом плюс? Здесь ведь даже нет телевидения, нет электричества. А когда и поговорить не с кем, то и вовсе тяжело. Раньше еще можно было с кем-то из приезжающих перекинуться пару слов. А сейчас мы по большей части здесь все время одни. И рассказы про старину здесь давно уже не звучат. Когда мы были маленькими, мы были счастливы.
У нас было хорошее детство, радостное, и мы думали, что так будет продолжаться всегда. Вот это здание – школа, в которой я училась. Здесь я в 1971 году окончила 4 класс, но после меня отправили на дальнейшее обучение в интернат. Чтобы дать образование своим детям, большинство вернувшихся жителей аула вновь покинули его, но уже добровольно. Всем пришлось уехать, и сердцу больно, когда думаешь об этом. Здесь жили скотоводы, регулярно приезжала автолавка. Каждый раз ее приезд для нас, еще детей, был настоящим праздником. Мы бежали ее встречать, что-то покупали, тогда было очень хорошо. А сейчас от той жизни ничего не осталось. Мой отец вначале жил в доме своих родителей. После женитьбы он приехал в дом, который принадлежал семье Качкаровых. Ему пришлось его восстанавливать, отремонтировать крышу. Вот и сейчас мы живем в этом доме. Почему мы его не оставляем? Я этого сам не хочу. Как можно оставить дом отца? Я буду пытаться здесь жить, как бы трудно это ни было. Сейчас уже сложно сказать, кому принадлежали многие из домов. Но есть и те, историю которых мы знаем. Говорят, что вот в этом доме сначала жил Эфенди по фамилии Качкаров, а потом уже здесь поселился брат моего отца. После окончания ссылки брат дедушки остался в Азии и больше сюда не вернулся. И тогда в этом доме поселились мы. Пока еще был жив мой дедушка, дом был очень красивый, ухоженный, видный. А сейчас он, конечно, исхудал и стал разрушаться. Просто не хватает рабочих рук, да и времени, чтобы постоянно поддерживать его в хорошем состоянии. Нужно очень много сил для того, чтобы содержать его, ведь дом пережил столетия. А сейчас мы живем уже в этом доме, в котором раньше располагалась школа. Трудно представить, но он был построен еще во времена Петра I. По крайней мере, так мне говорил мой дядя, рассказывая, что проект дома был очень похож на проекты петербургских домов того времени. Но это больше догадки. Сейчас уже трудно сказать точную дату постройки. Наша соседка, родившаяся еще в начале прошлого века, в 11 году, и жившая в доме чуть выше, рассказывала одну историю, которую сама услышала еще будучи совсем маленькой. Люди, построившие эту школу, приезжали сюда. Они поздоровались с ее прабабушкой, которая тоже тогда была еще совсем юной девочкой. Они сказали ей «Здравствуйте», и она им ответила «Здрасте». А они так обрадовались, что в таком отдаленном ауле слышат русскую речь. Это произошло лет 200 назад. Представляете, насколько старинный этот дом? И вот еще с тех времен здание существовало как школа, а забросили его уже в период выселения. Помню, в том числе и по рассказам, как в этом доме проводились разные праздники и торжества. Свадьбу сыграть, в армию проводить, да и разные шумные встречи по более мелким поводам. Но сейчас об этом помнят только стены. Я сам совсем не хочу оставлять этот дом. И мне кажется, что это правильно. Хоть очень непростое решение, ведь следить за ним очень сложно. Подрастают наши дети, внуки. Может, когда-то им этот дом и пригодится. Хотя уже вряд ли. Молодежь выбирает совсем другую жизнь, не в таких условиях. Но мне очень хочется верить, что им тоже важно сохранить память предков. Нашу общую память. По нашему возвращению с депортации в этом здании еще иногда останавливались приезжие, разные отдыхающие. Однажды, когда мы были еще детьми и жили в другом старом доме, одни из таких отдыхающих развели внутри дома огонь, видимо, чтобы согреться. Но не смогли справиться с пламенем, и оно начало охватывать строение. Дедушка с бабушкой, увидев дым, сразу побежали тушить разгоравшийся пожар. Мы побежали вместе с ними. Нам было очень интересно посмотреть на настоящий пожар, ведь мы были еще совсем маленькие. Каким-то образом бабушке с дедушкой удалось все потушить. С тех пор они просили всех отдыхающих больше никогда не разводить огонь внутри, только на улице. Еще одного пожара дом бы не пережил. Спустя время сын моего дедушки сказал своему отцу о желании выкупить этот дом, ведь после депортации карачаевцам еще долгое время было запрещено вновь селиться в собственных домах, и многим приходилось их выкупать. Потому сын моего деда специально ходил к директору совхоза, занимался переоформлением документов на здание на имя дедушки, чтобы иметь возможность в нем жить. Ему удалось это сделать, потому дом и сохранился. Бывали случаи, когда разные люди приезжали и пытались разрушить его, но дедушка не позволил этого сделать. Дом построен из очень крепких бревен и досок, потому здание и пытались каждый раз разобрать просто на бесплатный стройматериал. Вот позади дома была небольшая кладовка, которая существовала еще для нужд школы. Однажды из Зеленчукской станицы приехал какой-то мужчина и просто разобрал эту кладовку на доски, да и увез их, видимо, для собственной стройки. Сейчас на месте той пристройки стоит что-то вроде заплатки, которая портит весь вид некогда очень красивого здания. Нам жаль, что мы не смогли уследить.
Ведь мы не всегда здесь находимся, и кладовку просто разобрали в наше отсутствие. А вот в этом стареньком доме всего 2 комнаты. Именно в нем делали свадьбу моего дяди, сюда приводили невесту. Это сейчас строение кажется маленьким, а тогда оно считалось довольно большим, и в нем проходило множество свадеб и различных праздников. С детства помню, как к дедушке, когда мы жили в старом доме, тоже всегда приходило очень много гостей. Бабушка наливала им чай, и они подолгу беседовали. Моего дедушку очень уважали в этом ауле, к нему часто приходили за советом, потому поток людей просто не прекращался. Это был очень шумный дом, очень людный. Сейчас в это трудно поверить. Конечно, какие могут быть праздники или посиделки в пустом ауле? А ведь здесь очень красивые места, невероятная природа. Все отдыхающие восхищаются тем, что видят, когда сюда приезжают. Да вот жить тут только никто не хочет. Жизнь удивительная штука, никогда не знаешь, как она повернется и что произойдет. Вдруг однажды Даут снова оживет, люди вернутся обратно. Сердце живет этой надеждой. Сейчас государство позволяет жить людям кому как удобнее. Держи здесь стадо хоть в 1000 голов. Никто ведь тебе не запретит, главное только законы не нарушать. Всегда можно найти возможность жить и хорошо жить, главное трудиться, не забывать о родной земле. Мы сами уже пенсионеры, но нам все же легче жить здесь, в горах, чем в городе. Здесь совсем другой воздух, здесь все иначе. Сама жизнь здесь не бежит, она плавно течет, как река. Мы держим скот, работаем в огороде, в августе-сентябре заготавливаем сено. У нас не очень большое хозяйство, выращиваем столько, чтобы хватало для себя. Картошку, морковь, капусту, все то, что растет. А земля здесь хорошая, плодородная, хоть и почва каменистая, так что жаловаться нам не приходится. Люди смогут сюда вернуться, только если будет, во-первых, дорога, во-вторых, электричество. Что бы здесь ни было, жилые дома или, может быть, какая-нибудь турбаза, места-то здесь особенные, горы красивые. В любом случае, без электричества здесь делать нечего. Сейчас в ауле живем мы, но наши дети и внуки, скорее всего, будут приезжать сюда исключительно отдыхать. Им очень нравятся эти места, но они не смогут здесь жить постоянно. Сейчас для приезжих практически нет условий, да что говорить, даже дороги нормальной нет. Мне сложно представить, что нужно сделать, какие усилия предпринять, чтобы возродить этот старинный аул к жизни. У нас, у карачаевцев, есть такая поговорка: «Хвалим горы, да живем на равнине». Жизнь выбирают там, где она легче и проще. Высокогорные аулы в наше время пустеют. Молодежь хочет жить в городах. Может, если бы здесь сделали какой-нибудь курортный комплекс или базу отдыха, люди бы приехали сюда, кто-то даже поселился, но это место уже не будет селом. Оно станет чем-то иным, потеряет свой смысл и свою суть. Сейчас, пусть аул и заброшен, но здесь еще сохраняется его душа, эхо прошлой жизни. Очень сложно ответить на вопрос, будут ли жить здесь люди уже после нас. Мы можем только верить в это, хотя в глубине души каждый понимает, что, скорее всего, мы последние жители аула. Даут, вероятно, опустеет окончательно. Нет, сюда будут приезжать туристы, может, даже наши родственники, но иногда просто отдохнуть или посмотреть на эти места. Но именно жителей аула больше не останется. Молодое поколение должно знать, где жили их предки, где жили их родители. Не должно быть людей, которые не знают, откуда они родом. Сейчас никто не запрещает знать свою историю, никто не говорит «это не делай, то не делай». Делать можно все, что хочешь, лишь бы это не приносило вреда ни государству, ни людям. Я считаю, что молодое поколение с такой свободой должно все знать. Молодежь обязана знать прошлое своего народа. Молодежь нужно специально привозить в такие села, заброшенные аулы, чтобы они видели, к чему приводят ошибки истории, чтобы они не допустили таких ошибок. Сейчас наши горные ущелья пустеют. Вот и Учкуланское ущелье, например, которое вообще считается колыбелью карачаевского народа. А ведь здесь столько земли, ее хватит на всех. Был бы еще газ и свет, тогда, может, люди бы и вернулись. Может, даже кто-то из молодежи. Но мы видим, как молодежь уезжает, старики остаются. И вот к чему это приводит. Просто посмотрите по сторонам. Я думаю, что люди должны знать, что было такое село. Может, кто-то из них однажды захочет сюда приехать. Может, это даже будут люди совсем из других мест.
Но сейчас важно, чтобы мы были не единственные, кто знает и видит историю своего родного аула, ведь это часть истории нашего народа. А историю, наше прошлое, забывать нельзя. Ведь то, о чем забудут, того, считай, и не было. А Дууд был, аул жил. Глядя на то, что осталось от Дуута, испытываешь острое сожаление. Повсюду были люди, улицы, шум жизни, а сейчас только пустые дома да ветер. Еще памятники, возле которых фотографируются приезжие туристы. Я думаю, люди, которые пусть даже никогда и не были в этих местах, должны знать об этом ауле, знать, что здесь произошло, и помнить об этом. Только человеческая память теперь может хоть как-то сохранить это место. Sizden ayrılıp aramız Uzak ayrılıp ketip barabız Ömürden yaşagan tağlarda Oyda borçlulayız Allah nasipli saula